зарей встречается заря, и люди много говорят, только все это зря. Виктор Шацкий родился в Ижевске, образование высшее, закончил Удмуртский государственный университет. В свободное время занимается музыкой. Никогда не курил, допускает 5 грамм мартини по праздникам. Живет в собственном коттедже за городом. Певец, композитор, аранжировщик. Автор гимна городу Ижевску. Хотелось бы узнать о первой зарплате. А я ее получил на мотозаводе, и мама была так рада, так рада. Наконец-то, сынок, я поняла, что ты взрослый мужчина, и мы очень-очень хорошо будем жить. Ты сбацал на гитаре кому-то? Было такое, да. Нет, а первые деньги за что? А я говорил первые деньги, Шизгарин. Это было за песню? Да. А слесарь-пекарь сколько Так получал? я же отдал маме эти деньги, давал маме деньги. То есть чернуху на карман себе зарабатывал? Я зарабатывал, потому что я же был и на юбилеях, и на свадьбах, и на концертах, а зарплату отдавал лично маме. Виктор, а вот как так удалось не скурвиться, не спиться, не скуриться? Свадьбы, банкеты, юбилеи. Все приглашают, наливают. Виктор! Ну, дело в том, что у меня была очень, как бы сказать, мама такая набожная, такая она правильная была. И она все время мне говорила: Виктор, носи только костюмчики. Вот я тебе любой костюм куплю с 1 по 10 класс. Белую рубашку, галстучек, и ты будешь большим-большим начальником. И вот это мне так вбилось в голову. То есть подавляющий авторитет мамы. Да, да, да. И до сих пор я носил костюм 50 лет. 50 лет. И с галстуком. Да, не снимал его. Даже когда мода пошла на джинсы, на всякую. Да. Так слушай, это бывало так, что хочется с пацанами куда-то забуриться, там ночью погулять, девчонки красивые, но мама ждет. Да, я очень любил. И это преобладающее чувство было. Да, я ее, я любил ее очень. Это как Паганини. А слушаться маму табу. Вот предположим, ты анфас на фоне звезд, и в первый раз в моей руке твоя рука. Что за банальная строка, но лучше нет пока. Я не знаю, что со мной, где мой берег, где покой, в чем я прост, а в чем я сложен для понятия. Но быть таким, какой ты есть, в этом музыка и честь. Вот что песнею такой хотел, друзья, вам сказать я. Слушай, Виктор, а какие-то животные, кошки, собачки дома были? Были. И это что? Это все я приносил. Все я то лягушку принесу, то кошку принесу. Лягушку принесу и накажу ее, суп сварю. Из лягушки нет. Нет, суп нет, но с супом было кое-что связано. А что было? Так, поподробнее. Но все же знают, кипятильники в каждой семье было. И вот я решил суп, который мама приготовила, хотел эксперимент провести. Именно разогреть. Подогреть. Да, разогреть при помощи, так сказать, вот этого предмета. Нагревательного устройства. Да. И в самый ответственный момент он у меня взорвался. Так классно взорвался, крышка так полетела, я это помню, все там бахнуло. И я его достал, только одну, как бы сказать... Спираль. Да, одну спираль. И потом, когда отец ел суп и говорил моей маме: ну что, неужели так много надо костей расположить в супе, что... Они кругом. Они на зубах хрустели, а ты молчал тихо. Это, конечно. Вот были мои эксперименты. Понятно. А сам готовишь что-нибудь? О, я очень люблю. Безумно просто. И вот сейчас? Да. Я сейчас сам все. Жена прекрасная, хотя у меня жена очень милая, очень нежная, очень правильная.
просто боготворю ее, Валентину Борисовну. Она, во-первых, закончила... Привет ей. Да, привет. Она закончила музыкальную школу по классу аккордеона. Да, ты Она что? великолепно поет, великолепно готовит, умница, занимается йогой. Ну, просто бриллиант. Тебе не срулить ни налево, ни направо, ни стакан поднять. Шансов нет. Нет, дело не в этом. У нас как раз очень бережное отношение друг к другу. Нежные. Да. То есть я же занимаюсь бильярдом профессионально. Прихожу к вам в студию, пожалуйста, это всегда востребовано. Вот все, что я хочу, я все это делаю в рамках. Околдована, словно звездного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. В моем понимании профессионально играть на деньги это означает большое бабло. Да, но я не играю на деньги. Так, карманы. Я не играю на деньги. Как? Да? Да любой скажет, любой рыбак, охотник, Нет. бильярдист. Нет, миллион раз мне предлагали на ссылку, я не играю. Нигде так не врут, Нет. как в азартных играх. Нет. А чё покраснел, Виктор? Ну, как-то, не знаю, ну как-то это Самый большой выигрыш самое... А во в что? бильярд. Нет, я не играл в деньги никогда. 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 А что за азарт такой, когда нет стимула, мотивации Вы нет? знаете, как раз это обман большой. Да. Да, это потому что это все придумали люди, сами придумали. Но я же занимаюсь разными системами, то есть и Зазнобиным, и я говорил об этом. И очень много слушаю лекции у Савельева по, как бы, Сергей. да, по внутреннему восприятию человека. Все придумал сам человек. Это никто не придумал. Он все время говорит, напрягайте свой мозг, заставляйте Да, его его работать. работать. Он хочет спать, отдыхать, он ленивый, Да. этот ваш мозг. Да, но не за деньги. Но не мотивация должна быть искренней. Вот это правильно. И во-вторых, когда человек свободен, он не становится свободным. Если человек положил какой-то, ну, предположим, 100 тысяч и играет в бильярд, он не свободен. Вот беда вся в том. Он думает только об этом, как бы выиграть. И проигрывает. А я не проигрываю. У вас я какой-то благодарен- клуб? Да, я благодарен своим друзьям. Это Сережа Князев, молодец, он очень много мне подсказывает. То есть те люди, которые очень правильные, которые разбираются в бильярде. Ну и школа бильярда наша в Ижевске, она очень сильно развита. И я посещаю это все. То есть я в бильярд играю, ну, примерно в неделю 2 раза. Даже и вот в сегодняшние дни, Да, время. да. А вот меня интересует, Человек, который играет в бильярд, проходит вокруг стола 2,5 километра за игру. Никто этого не знает. не знал, потрясающий результат. Наклоняется более 1000 раз спиной. Этого тоже никто не знает. Да. Да, вот. И плюс к этому, конечно, вытягивание рук, спины. И самое главное, глаза. Почему у бильярдистов мало, обратите внимание, играет в очках? Да. Хорошее зрение, потому что это и математика. Это... А я считаю так, слепошары они отсеиваются, а наиболее дальнозоркие, они припадают к бильярду. Выиграть Ну, хочется. почему? Играют такие люди, но... Эх, загулял. Мальчонка да парень молодой, до красной рубашоночки, хорошенькой такой. Ты болит голова, лишь была бы цела, нам разлука-то не страшна, коли встреча да суждена.
А у меня еще такой вопрос. Вот смотри, постоянно сцена, эстрада, танцульки, обжимульки всякие, бильярд. Ты все время где-то рядом с криминалом. Да господи, ну что вы. Ну что, а что, никто не крышует? Да нет. Пацаны конкретные подходили. Да зачем? Витек, будешь с нами бацать. Да зачем? Нет, нет, нет. Это все острые углы, надо их дипломатично обходить. Но бывало? Ну, нет, не было такого. И в 90-е не было? Не было. В 90-е вы же сами, я же вам говорил, это господин Семенихин, вот эта вся фирма. Аратон. Да, Осколков. Осколков, Это всё- пойди-ка за... Это, я же работал заместителем управляющим, моя задача была стройка и так далее. Я ездил в Китай проводить большие конференции. То есть и китайцев сюда как бы привез, это тоже очень важно. То есть прожил 90-е годы сытно? Ну как сытно, ну в работе, ну как-то был все время занят. Никак, без «ну». Раз в Китай ездил, вся страна голодала, а ты в Китае рис Ну, я же их кушал. привез, и потом они привезли очень много качественных товаров. И в ЦУМе была первая ярмарка, и люди познакомились с товаром Китая. То есть они как бы покупали. А как общался? А там переводчик был. Через переводчика? Да, профессор, который меня очень многому научил. И я же там еще параллельно изучал элементы здоровья человеческого. А вот я Чем еще и занимаюсь. удивлялся, работал в банке, управляющим банка ВТБ на Пушкинской, напротив Нет, Лукоморья. начальник доп. Офиса, нет, не управляющий. Ну пусть, Копусов. для меня это был банк. Копусов Николай Михайлович. Ну, да. Копусов, да, высоко, далеко, а Шацкий был на Пушкинской, Лукоморье напротив Шацкий. И мы приходили. И вот у меня такое сложилось впечатление, почему Шацкий не поднарез какой-то, почему Бэхи там нет у него, Ауди, Мерседеса, какая-то машинка простенькая. Простенькая. Вышел скромный человечек, музыкант. Ну, я как бы, Скрытно как-то, тихо все, Да как-то я- не шумно. понимаете, я же говорю, что нет времени на все это. Потому что я же занимаюсь другими науками. И, в общем-то, А что вот это не тянет разве? Вот закончил работу, выхожу, а тебя толпа встречает. Витек, поехали бухнем. но я думаю, что каждый, который слушает эту передачу, конечно, он имеет своих друзей и позволяет себе очень многое. Ну, у меня это не получается. То есть внутренняя самодисциплина. Наверное, да. Наверное, так. То есть это воспитание папы, мамы. Ну, это воспитание общества. Над доном угрюмо ведем эскадроны, на бой вдохновляя Россия моя. Поручик Голицын, раздайте патроны, корнет Оболенский налейте вина. А как брат? Брат молодец, он вообще, я удивляюсь, вот в своем возрасте, ему сейчас 56-й год идет, пишет гениальную музыку. В каком стиле? Ну, Гоп-стоп? нет. Вообще как бы в таком, как бы даже его очень трудно, фьюжн такой, понимаете, вот море, ветер. То есть электронная сон, музыка. Да, электронная музыка. И я рад, как брат, то, что я вложил в него. И он же мне очень много рассказывает, когда я уходил в университет, он рассматривал мои пластинки, включал музыку на громкость. И вот это с детства в него все вкладывалось. И пробило. И пробило, да. То есть я как бы, он как бы принял эстафету, я как бы закончил. Как закончил? Но в принципе я сформировался, пою, делаю. И я же говорил, что у меня мечта как бы написать 225 произведений, посвященных всем городам России. Так, это что за мечта поподробнее? Ну, это Владимир Яковлевич, с которым я работаю, великий поэт. Тептин. Да, который выпустил такой сборник. И там действительно посвящено и всему миру, всем. Ну, Камбоджа посвящено? посвящено, пожалуйста. Никарагуа? Пожалуйста. Да ладно. Да точно говорю. Фу, невероятно. И в репертуаре Африка, и Дальний Все, что Восток. хочешь. Но поскольку я человек русский, Так, я все-таки хочу посвятить своим городам. Москве, Питеру. Можге.
Можге, ну это Можга, как бы, А в 200 городов России Можга входит? я думаю, что входит. Воткинск? Входит. Понятно. То есть будут любить и там. Да. А где больше любят? В местных городах или вот отправил в Омск? В Омск мы получаем просто благодарность. Огромное письмо, где написано и так далее. Но поскольку мы далеко, хотя нас и приглашают в гости на День города и так далее. Но, То есть там это реально замечают да, творчество? да, там безумно, Оценивают? безумно к этому относятся. А что на примере Омска, это что был? Гимн, песня патриотическая, что? Это были прекрасные стихи, а эти стихи Стихи Тептина. Да, а я стихи воплотил в музыку. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а что меня куда влечет по белу свету, и где награда для меня, и где засада для меня, гуляй, солдатик. Вы знаете, как я пишу музыку? И Так. об этом никто не знает. То есть, например, если Володя... Гербанул 100 грамм, Опять- понесло на опять твор. поступил. Да каждое свое, Виктор Александрович, каждое свое. Я как вижу, как чувствую. Вот послушайте, вот, например, я же приводил пример, когда задавали вопрос великому композитору, спрашивали Реймонда Паулса, как вы пишете музыку? Он говорит, я не знаю, я свои руки кладу на рояль, и они сами пишут. Так вот так же, когда Володя мне звонит и говорит, что написал произведение, посвященное Санкт-Петербургу, читает мне стихи, я говорю, Володя, музыка уже написана. Но ведь он читает стихи в телефонную трубку 1,5 часа. Нет, Так его надо еще вытерпеть. я умею с ним находить общий язык. Я говорю ему, что все написано, все готово. Ведь мы с ним написали песню «Крейсер» Михаил Кутузов. И люди, которые здесь, в Удмуртии, наши ребята, служат до сих пор на этом крейсере. Черноморский флот, да? Да, они служат на этом. И эту песню поют там. И потом приехал ко мне паренек, принес тельняшку и сказал, Виктор Александрович, мы каждый день выходим на палубу, отдаем честь, и звучит ваша песня, посвященная нашему кораблю. Невероятно. Вот это вот. Это сегодняшние дни. Да, это и сегодняшний день. Сейчас он стоит в Новороссийске. И это все продолжается. Я не знаю, как ребята там слушали. И на День города сюда приезжал капитан с... Это я помню, да, капитан этого вот Он мне крейсера. жал руку и привез мне корабль в подарок, что я написал такое произведение. То есть мы с ним пишем на любые темы, которые только существуют. О музыке я вообще не думаю. То есть для меня достаточно микрофон, гитара, звук, наушники, и все, я сразу пишу. Сразу пишу. Следующую. А фрагмент гимна Ижевска можешь сейчас напеть? Могу. Пожалуйста. Бьют куранты на башне Ижмаша, в честь тебя, дорогой наш Ижевск, город славы и гордости нашей. Вот это, пожалуйста. Люди завидуют? Нет, дело не в том, что... Узнают на улице? Ну, в трамвае как-то было. На рынке было такое. Это вы, это я. О, улыбнулись и все, и разошлись. Но дело в том, что этот гимн же был написан в стиле вальса. И вообще, как бы многие произведения я пишу в стиле вальса. Не потому что, как бы вот я хочу что-то маршировать там и так далее. Дело в том, что я пишу для людей, чтобы человек сел с балалайчикой, с аккордеончиком, с баянчиком и запел ее. А вот у нас на Ротонде играет государственный духовой оркестр «Арсенал Бенд». Да-да, Надо ему филармония. предложить. Но они же занимались моими произведениями. Например, я написал бурановским бабушкам, и она до сих пор жива. Буранова, Буранова, красивые места. Буранова, Буранова, красавица моя. Это же мы написали с Владимиром Яковлевичем. И когда они приезжали сюда, я с ними дал сольный концерт, и мы вместе исполняли это произведение. Буранова, Буранова. Видео сохранилось? Да, есть. И фотографии, и видео. Есть. Да и песня есть, она же записана. Прекрасно. Да. Так вы посмотрите. Песня «Механическому заводу», пожалуйста. «Бьет поворотом Тумаев», пожалуйста. Песни аптекам, песни людям. Аптека? Да,
Тоже аптека. Не зайдешь в аптеку, сдохнешь. Нет. Нет. Нет, было масса заказов, и мы плотно с этим работали. Мы написали более 150 произведений городу Ижевска, их людям, заводам, предприятиям и так далее, и так далее. Тогда ключевой вопрос. Вот 150 песен, посвященных Ижевску. Администрация Ижевска любит Вы знаете, Шацкого? Ну, тогда же швед была, вы прекрасно помните ведь Елену, как бы, вот она молодец, она очень многое мне помогла, и как бы была, ну, сейчас там люди поменялись, но я думаю, они меня не знают. Звучит песня на вокзале, но они не знают, что это я. То есть живешь буквально в 2 кварталах? Звучит Буранова, не знаю, но в свое время я поддерживал хорошие отношения с Волковым, то есть потому что, почему? Не то, что как с человеком, а человек, который приходит на все мероприятия, которые проходили в Ижевске, и там я. Песня Калашника я на сцене пою, песня Бурановой я на сцене Ну, пою. Волков и на гармошке играл? Да. Мог подыграть. Ну, я близко так не был. А вот почему так получается? Волков знал, приходил? А я скажу, да потому что я еще каждый год поздравлял его, приносил плакаты, и мы встречались вот так. Плакаты это в смысле в фойе стоял? Волков, подари культуре рубль. Нет, это прямо в кабинет я заходил, это продукция приходила. То есть такие свободные были Да, отношения? проходили они. Невероятно. Невероятно. Но тем не менее, да. Простой человек был? Простой Дружелюбный? Да. Ну да, я там вообще не... О политике ни слова? Нету, вот просто, вот он и я так. Это была, ну, в год встречались, может быть, 1-2 раза. На день рождения. Но этого достаточно Да, на день для рождения, такого может быть. уровня. Хотя, конечно, очень много им сделано правильно, но и говорят многие люди, что, ну, я не знаю, я в это... Ведь моя миссия, как музыкант, делать добро, и как можно больше. Я знаю, что если я не напишу 250 песен, никто их не напишет, никто. Ну, может быть, вот это... Хочется оставить знаменитый след на земле. Да даже как бы я не думаю об этом. Не о следе, ничего. Ну как не думаю, не если думаю. только что позвонила фотомодель Люсьен и говорит: низкий поклон Шацкому, Ну, я тебе передал Но это ведь трубку. люди, которых я люблю, уважаю, которые ценят, наверное, мой труд и боготворят за то, что я делаю. А жена не ревнует? Нет. Почему? Ну, у нас я объяснил. Ведь. Ну она говорит, что я обожаю Шацкого, низкий поклон. Ну, многие говорят, многие пишут, но это не повод для того, чтобы ревновать. То есть умная жена, Да. умная женщина. Надо же, повезло, Виктор. Ну, вот видите, вот вы говорите, повезло, а ведь, значит, какая-то аура была, и когда я увидел человека, я же очень... Не факт. Я только что сказал о нашем общем друге, ну, и все у потом... которого такие ревности, и он изолирован буквально от вашей Нет. творческой среды и прочее. Ну, значит, мне повезло, Александр. А я о чем? Ах, русское солнце, великое солнце, корабль император застыл, как стрела, поручик Голицын. А может, вернемся? Зачем нам, дружище, чужая земля? Но я бы еще хотел поблагодарить, конечно, Александра, вас, что вы удивительный человек, и мы знакомы очень давно. 30 лет мы с вами вместе, плечом к плечу. Это и хоккей, и всевозможные мероприятия, где мы проходили. Я всегда восхищался вами. И вы же делаете добро, творите его. Ведь уже столько людей прошло через вашу камеру. Камера пыточная? Если бы. У нас не забалуешь. Вот канон. Ну и прекрасное здание, которое вы хорошо, очень красиво сделали. Люди сюда приходят с удовольствием. Звук шикарный, главное. Звук шикарный, много музыкантов здесь было. Мне очень приятно, когда музыканты оценивают. Вы понимаете, вот есть такая как бы категория людей, которые, да, всем этим восхищаются, все, но сказать добра не могут. Ведь человеку нужно... Это подавляющее. Ведь человеку нужно просто, понимаете, 2-3 слова сказать, и достаточно. Человек счастлив, но об этом надо говорить. Это как Можно после... восхищаться, но... Это как после первой части нашего интервью Виктору не дали спать. Звонками Москва, Питер, Да. друзья, Да. бильярдисты. Вот я бы еще хотел немножко сказать о Володе Шкилеву.
потому что это мой друг. И я Надо сказать, что Шкилев заслуженный артист России. Да. Артист цирка. который отдал 25 лет цирку. Он был во всех городах России. Он очень много мне рассказывает. В камеру привет, Шкилев. Да, Шкилев, привет. Также и похвалить Серегу Русский. Гениальный. Отличный баснописец. человек, баснописец. Так, вы понимаете, как интересно? Все таланты стали открываться к 60 годам. Это же парадокс. Ну, как А почему? С русских вы были вместе в Москве, в группе Зодче, но насколько не было знаю. этого. Не было. А как там получалось, он в тени был, Шацкого? Нет, а почему? Сережа молодец, писал песни, тоже выступал. Нет, все гениально. Ну было. так значимо и Но мощно басни не он никогда было. не писал. Он писал, может быть, какие-то небольшие такие стихи, ну, что вот так серьезно, как сейчас, и презентация книг, и это просто... И вот, насколько я понимаю, что все те ребята, с которыми выступал в Москве, как бы путешествовал по России, они до сих пор в обойме и рядом. Да, ну вот я говорю, расцвели-то, посмотрите как, все в 60 лет. И Витя Горельцев, и Сережа Русских, и многие-многие, вот, и я как-то, вот, может быть, опыт. В кругу друзей, где пенится вино, за здравный тост сказать мне суждено, бокал мой полон до краев сполна. Вот только не поднимется рука, напротив будет кто-то пьян. И в том моя вина, хотел сказать за здравный тост друзьям. Вы знаете, я читал очень интересную статью, в которой именно сказано, что в этот период, вот, от 60 и до 100, умнейшие люди, потому что они независимы, у них опыт жизненный. И не надо себя превращать в каких-то старикашек, бабушек, надо улыбаться, наслаждаться, красиво одеваться, заниматься здоровьем и быть счастливым человеком, потому что ты получил свободу. Виктор, любишь людей? Да. А если обижают? Даже обиженный, ну кто-то меня обижает, все равно по системе Зеланда можно отойти, пропустить какой-то негатив, но все равно вернуться к этому человеку и сказать ему доброе. Наступили в трамвае, козел. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Ну, бывает. Отошел в сторону. Да, бывает. Все бывает. Потому что люди сами по себе и так несчастливы. Если их еще обижать, ну это не надо. Этого не надо делать. Богатый человек, Виктор. Щедрая душа. Нет, так самое интересное, что все могут быть такими. Все могут быть богатыми. Однако. Но однако я не знаю. Я как бы не в пересуде. То есть окружаешь себя людьми, например, как я. Добрейшей души человек. Конечно, да, но и строгий. Я же смотрю на вашу коронную строгость. Но я очень люблю Жека Фрески. Вот я всем советую. Обязательно включите свой книжный репертуар Жак Фрески. Он вас очень многому научит, очень многое расскажет, покажет, поставит вас... Жан-Жак далеко, наш Тяптин рядом. Ну, Володя тоже гений своего рода, понятно. Ну, А еще кому хотелось бы привет передать в камеру? ну, Кацанесону, конечно. Виталику это тоже глыба для, как бы сказать, для Ижевска. Это джаз, да, джазовый пианист. Он очень много внес в культуру в своих лекциях. Я был на его лекциях, прекрасно слышал, хорошая коллекция пластинок и так далее. Ну, поблагодарив семейный клуб, естественно, потому что более... В лице кого? Ну, всех музыкантов, которые там есть. Прозоров, гениальный музыкант, Саша Вилков, певцы потрясающие, девчонки, ну, организатор Юра. Ну, многие-многие. Вот хотел бы поблагодарить всех, потому что эти люди, как бы, в принципе, подняли на щит, я не говорю слава, на щит просто, который удобен для меня. И я, получив все эти знания, дарю им. Виктор, а как так получается? Вот был такой клуб ВХЛВС, и его не стало, а эстафету никто не перенял. И фактически культура, эстрадная культура в Ижевске замерла.
Ну, может быть, она не замерла, но она на грани как бы готовится в филармонии. Я один рэп слышу. Ну, в филармонии же как бы это все есть. Ну какая филармония? Ну, наша филармония. И посещаемость там прекрасная, и директор там замечательный, и Арсенал Бен потрясающий. Они же культуру. И мой хор, которым я руководил, хор-то ведь остался. Все Какой хор? Академия, хоровая капелла. Ах, вон оно что. Да, я был директор. И как это руководилось там? Прекрасно. 835 телефонных звонков. И когда приезжаешь, здесь выступала Савича, а потом хор. Приезжаешь, что там выступал великий певец такой-то, а потом хор. То есть, ну, надо было миллион раз звонить, со всеми договариваться, но, конечно, очень сложно. И как бы, ну вот но в жизни... Работа была интересная, Интересно. уникальная. Уникальная просто. В небе звездная пыльца, обещанием нет конца. Из неправды в правду дверь не отыскана. Вот предположим, Делфас на фоне звезд и в первый раз в моей руке твоя рука. Что за банальная строка, но лучше нет пока. Как насчет хобби? Вот как насчет курицы Карпов? Как-то я спрашивал, и мы Нет, ушли. какие курицы? Но мы ушли в сон. Ну Ну, как? нет, В коттедже не держать Но нет курочек? Да нет, ну что? У меня есть друг знакомый, хороший, он на меня угощает яйками. О, хорошо. Ну, Приносит коробочку, там яйца. это соседи меня угощают. А летом, да, я занимаюсь карпами. Ну, это очень просто. Это всем как бы. Это я их не развожу. Выкопал траншею, Ну, у меня есть запустил водичку. Небольшой, да, такой. Я их покупаю, и вот они... То есть, если мы придем в гости, карпы, гриль обеспечены. Да, ко мне же телевидение на 60 лет так и приходило. И карпы плавали, и, пожалуйста, не могли выловить, и можно было зажарить и так далее. Самое интересное, у каждого карпа есть свое имя. Как в Китае. Да. И потом, когда ты его хочешь зажарить, он с тобой разговаривает: эх ты, Виктор. Сожрал меня, Ну, не дал ну вот из развития. этого я и не развожу ничего. Но я еще раз сказал, у меня другое направление. Мне надо творить. Творить. Времени не хватает. Нет. Нет. А увлечения какие? Все равно должно Я что-то же быть. сказал бильярд. Увлечение. Спорт. Думаю, это спорт. Да, да, да. А грибы? Да, я люблю очень грибы и хожу. Сам лично. Там же у вас вокруг лес Да, напротив. я хожу, все это делаю, собираю и так далее. Да, жена потом чистит, мы жарим, Почему жена? маринуем. Ну, я и помогаю только, потому что... Вот, как- мы с женой. Мы же с женой. Но я ведь хотел вам сказать, что я настолько изучил, как бы сказать, кухонную атмосферу, что я делаю любое блюдо с таким большим удовольствием. И на работе супруги говорят: да, тебе повезло. Сегодня блинчики, завтра... Мы говорим, тебе уха. повезло, Да. у нее говорят, Да, да. Но это тебе, подруга, это, наверное, повезло. всегда это мечта всех женщин, я так думаю. Любовь любовью, но все-таки как бы путь мужчины через желудок женщины. Ну вот как бы это я говорю, что любой мужчина должен готовить и уважать своих жен, любить их, ведь они столько делают для нас. Мы же не стираем. Виктор, а как насчет кумира? Но, как бы вам сказать, вот так. Битлз. Да, это хорошо, но помимо Битлз... Битлз, а Горельцев как заходит, сразу кричит: Нет, Битлз! Ну да, это фундамент этой всей музыки, но помимо этого, я, конечно, с удовольствием это люблю, слушаю, помимо этого я вам просто хожу, сейчас техника настолько ушла от того, что происходит вокруг нас. Никто, мало кто очень знает, что есть сейчас система Bit24. Bit24 – это такое устройство, в котором находится мини-компьютер. Вот этот мини-компьютер расщепляет всю музыку, которая только существует, если ты ее закачал туда. Симфонические оркестры, плюс направления любых наших групп. И когда ты одеваешь наушники, ты уходишь вообще в другой мир, как будто ты на сцене и работаешь вместе с ними и слушаешь музыку. Вот я слушаю. Вот в этом маленьком, портативном, таком небольшом, уютном, как бы сказать, инструменте вся моя жизнь.
там все симфонические оркестры мира, там вся музыка, начиная от Deep Purple и кончая современными. И так далее, и так далее, и так далее. А зачем тогда сочинять? Нажал кнопку и получил. Нет, там конечный результат, там ты уже слушаешь. А я же пою и пишу музыку. В чем я прост, а в чем я сложен для понятия. Но быть таким, какой ты есть, в этом музыка и честь. Вот что песнею такой хотел, друзья, вам сказать я. Ла-ла-лай, на-на-на-лай, на-на-лай. Вот что песнею такой хотел, друзья, вам сказать я.